Вот это в 1938-1939 году приехал где-то в марте, вначале в Уфу приехал. Кстати, первые две книги Уксай вышли на чувашском языке в Уфе. Вот здесь начиналось. Потом с Уксаем мы очень много раз встречались. Даже вот так случилось. На войне я был военным корреспондентом на Воронежском фронте. Разве, а? Нет, в 43-м году. В 1943 году. На Воронежском фронте был военным корреспондентом фронтовой газеты, и моя обязанность быть на передовой, передавать материал туда в редакцию. Однажды, возвращаясь из передовой, остановился в одном селе, где помещалась редакция армейской газеты, то есть меньшей газеты, не фронтовой, а армейский. Я пошел искать эту редакцию, и стоит человек на крыльце в военной форме, но очень так, выправки никакой. Смотрю, Уксай, оказывается, в этой газете работает. Я остался у него ночевать, потом он принес в котелке из солдатской столовой ужин. Вот мы с ним всю ночь сидели, много читали стихи. Сначала он читал мне на чувашском, переводил немножко по-русски или там, по-башкирски, или татарский. Он этот язык знал хорошо. Да. И потом махнул рукой, говорит, у меня нехорошо получается, слушай, говорит. Если до твоего сердца дойдет вообще этот самый мелодия стихотворения, его этот самый незримый дух, слушай, если нет, не слушай. Я действительно, мы долго-долго читали стихи его, вот это очень запамятно.